You play with them balls like it's FIFA. Hit or miss. I guess they never miss, huh? Ребят, только что завершил съемку хорошего выпуска, ребят. Очень хороший выпуск получился с полезной информацией в данном ролике. Так что смотрите этот ролик до конца. Всем привет. Надеюсь, я не знаю, как я буду монтировать это видео, в каком формате будет, но точно знаю, что в этом ролике вы увидите, как же можно откатать без комиссии Яндекса, заработать побольше денег, где можно перекусить. И если у вас тариф эконом, и слетел комфорт, либо вообще у вас нету комфорта, а хотите катать тариф комфорт, можно, катая тариф эконом, работать, ну, как сказать, возить клиентов тарифа комфорт, вот так можно выразиться, да. Так что смотрите этот ролик, вся информация будет там. Сегодня у нас 22 марта. Проснулся я в праздничный выходной день очень рано, подумал я, так как все мои еще спали. Но оказалось, что я проснулся без 15:09. Как обычно, пошел умываться черной зубной пастой. Прикольная. Sensodyne. Потом, после того, как я умылся, первым делом я пошел в магазин купить необходимые продукты. Но оказалось у меня в кармане всего 2000 тенге. На что же это хватило? Это литр молока и кефира. Примерно кило яблок и полкило бананов. Далее я покормил нашего питомца специальным кормом. Потом я решил выйти на смену в Яндекс.Такси, чтобы заработать, так как крайние свои деньги я потратил на продукты. Далее меня постигла одна неприятная проблемка. У меня закончился мобильный интернет-трафик. Пришлось мне припарковаться возле магазина Максмарт, чтобы использовать бесплатный интернет-трафик данного магазина. Подключившись к сети Wi-Fi, я начал звонить своим знакомым, чтобы занять 4000 тенге для интернет-трафика. Думаю, что будет интересное приключение. Приятного вам просмотра. И по традиции мы начинаем. Ну что, ребят, время 9:56. Не дозвонился до Аделя, видимо, спит. Одолжили мне 4000 тенге на баланс, пополнили. Появился у меня интернет. Все, теперь сейчас будем выходить на линию, работать. Посмотрим сегодня, сколько же можно будет заработать. Нужно будет в первую очередь отдать 4000 тенге долг. 3 деления у меня бензина, ребят. Сегодня такой необычный ролик. Сегодня будем катать без комиссии Яндекса. Давайте выйдем на линию. Вроде можно выходить на линию. И ждем первый заказ. Приоритет у меня +6, активность 96, статус бронза, 600 баллов всего лишь. Ребят, я вообще не работал. Рейтинг 4,96. Сколько же сегодня будем заработать? Ребят, упал первый заказ по зеленке. Заказ по тарифу доставка. Туркестан 34/1 до Улудава 31/1 по безналу. Салон цветов. Ребят, выходить даже не пришлось, только подъехал, человек вышел на номер, посмотрел, сказал: вы, да, курьер? Я говорю: да. Вот такие вот цветы передали. Кстати, ребят, всех поздравляю с праздником. Сегодня у нас 22 марта, с праздником, весенним праздником Навруз. Всего вам самого хорошего, счастья, здоровья, благополучия. Радуйте близких, родных. Еще раз повторюсь, всем всего самого хорошего в этот весенний замечательный праздник. Но мы будем работать сегодня. Поехали. Ребята, 2 минуты поднялся, 3-й этаж, отдал. Но самое интересное то, что я думал, девушка откроет, да, или женщина, там, или бабушка, кого-то поздравили с праздником. Открыл мужчина, мне как-то раз неудобно стало, но, видимо, может, жене там или кому-то из своих заказал цветы. Как-то странно это все выглядело. Надеюсь, да, хорошо было бы, чтобы он второй своей половинке заказал данные цветы, а не кто-то ему заказал и подарил. Вот, ребят, кстати, еще хочу показать, вот видео скриншотом вставлю. Тупость в нового приложения версии 12 Яндекс.Про. То есть, когда нажимаешь на месте по тарифу доставку, у тебя уже начинается красными отсчитывать, вот это и тебя пугает. Вот у меня сейчас 3 минуты 45, 46, 47 уже вот пошло. Получается, пугает меня, потому что как будто ты опоздал, что ли, потом что-то не то, тебя заблокируют. Не так вроде, я вот нажал на месте, и дает, и сразу так красными высчитывает. Ладно, вручил, вот, ребят, вручаю свой первый заказ на сегодня. 900 тенге грязными в кармане. Посмотрим, сколько же это будет. Все-таки без комиссии Яндекса катаю, ребят. И сумма, ребят, 864 тенге чистыми мне упала, потому что катаю без комиссии Яндекса. Вот заходим, заказы, сборы. Только комиссия парка здесь действует 4%. Падает второй заказ по зеленке.
Кабанбай Батыра 49А, подъезд 3, рейтинг пассажира 4,86. По зеленочке падает заказ, но подача ближняя, 800 метров. А куда, интересно, поедем? Ладно, ехала, работаем. 8 минут в пути и завершаю заказик. Оплата по карте 640 тенге, ребят. Ну, намотал я 2,7 километра, ну 3 километра, грубо говоря, да. И забыл я еще, ребят, обнулить километраж. Я обнулил время на машине после первого заказа, вот как подъехал ко второму заказу. То есть, ну, где-то добавим 2 километра, ну, 2-3 километра, ну и добавим где-то около 15 минут, да. Недолго ждали заказ, выполнили его в такое вот время. Так, ну, что, смотрим, завершил я заказик. Уже 2 заказа. 1480 тенге на счету, в кармане, ребят, вот, 1478. Так, на балансе 1288. Так, не слетел ли у меня безнал не слетел, и можно сменить, значит, кэфы здесь не горят. Давайте проверим через чат-бот. Запросим, сколько же, где я стою, какой же здесь коэффициент. И коэффициент здесь равен нулю. Где у нас кэфы? А в общем по городу давайте запросим, где у нас аэропорт 00, Тайбека, Петрова. Ну, короче, ребят, левый берег не горит. Ладно, мы без комиссии Яндекса, так что можно катать сегодня без коэффициентов заказики. Так что выходим на линию и ждем следующий заказ. Вот так вот, ребят, всегда советую выходить с линии. Вот Сауран 3 дроп 1 падает. Жардим, говорит, 4,87 рейтинг. Ближняя подача 800 метров. До этого тоже было 800 метров. Ну, просто прекрасно, шик и блеск. Да, я не знаю, шик или блеск. Куда поедем, я не вижу, потому что активность у меня была при начале 96. Сейчас, наверное, уже 98. И после 2 сейчас заказов буду видеть конечную точку. Вот так вот. Работаем дальше. Ребят, минута 52, даже меньше, минута 30, 20 секунд, пока настроил камеру. Ребят, у меня не было такого. Самый короткий заказ в моей жизни по времени и по километражу. Поездка составила 340 метров, ребят. И сколько вы же думаете, сколько же выйдет сумма по зеленке? Минималочка у нас по городу Астана будет 350 тенге, ребят. Хорошо, что у меня, прикиньте, еще 17% комиссии Яндекса, 4% комиссия парка было бы. Это сколько мне тогда заплатили бы? Я на линии, ребят, забыл выйти. Просто был ошарашен такой поездкой, что 140 метров подача, говорю, поездка была, и даже не успел с линии выйти. Стою до сих пор на линии, жду заказ по безналичному расчету, надеюсь. Да, по безналу ищу заказ. Давайте позвоним Таланту. Он мне звонил. Правда, я ему звонил, чтобы занять вот эти вот деньги. 2 дня, короче, без комиссии Яндекса, 17%. В принципе, хорошие деньги. Можно откатать, а потом выбрать. У меня есть в запасе еще один парк, который вывод без комиссии сразу, моментально. И лимит можно поставить. Ссылку потом расскажу, что за парк это. Там хочу поработать. А может, кто-то мне предложение даст, если посотрудничать, как раньше с Дженеровым, то тогда с другим парком буду сотрудничать. Все хорошо, со мной. Давай. Кстати, это Талант, ребят, кто не знает, у него этот Chevrolet Кобальт, разукрашенная машина. Есть у меня ролик на канале, где я работал по автобусной полосе. И скоро тоже хочу запилить контент, попросить у него машину. День с утра покатать по автобусной полосе, именно в будний день, когда будут пробки. Именно конкретно вот с утра до вечера откатаю. Может, просто с утра выйду, когда пробки, и вечером выйду пробки. Чисто час пик покатаю на тарифе эконом на Chevrolet Кобальт по автобусной полосе, и сколько же можно заработать, есть ли разница, вот то, что мы без автобусной полосы ездим и с автобусной полосой. Все это будет далее в ролике, так что кто не подписан, подписывайтесь на канал, ребят. Ну а я жду следующий заказ, будем сегодня работать, промежуточные итоги. 3 заказа, 1814 тенге в кармане, практически половину суммы, то, что я... А вот и падает заказ, рейтинг уже 5 у пассажира, Кабанбай Батыра 40, это Infiniti, подъезд 12, а подъезд 12 он снаружи, ребят, кто не знал, вот в Infiniti, вот в 40-м доме, вот такая вот фишка есть, что вот этот 12 или 11, либо 10, вот этот вот последние подъезды, короче, они не снутри двора, этот подъезд не сквозной, он чисто вот снаружи дома. Вот почему-то вот так вот построили этот дом, не знаю, архитекторы или проектировщики, кто так сделал, почему так сделали. Вот именно когда я работал на доставке, вот и поэтому я знаю. Ну и точка здесь как раз стоит, ребят, вот, что нужно подъехать снаружи. Вот, значит, вот этот вот 12 подъезд снаружи дома. Вот так вот работаем, ребят. Целый день будем проводить со мной. Что-то опять я целый день, весь ролик у меня в машине. Нет, ребят, сегодня будет так. Какие у меня сегодня будут дела? Вообще по плану ничего такого запланировано нету. С семьей вчера погулял, продукты до этого закупился. Ну не знаю, сегодня чисто работать только. Ну вдруг какие-то будут дела, что-нибудь такое, где я буду обедать с ребятами. Давай созвонимся, встретимся. Вот так вот сегодня день проведу. Такой целый день похоже. Как вот водитель такси, водитель Яндекс Такси проводит свой день. Вот так вот.
Вот такой вот будет ролик. Вот я и вижу 12 подъезд, да, он снаружи, ребят. Здесь есть арка, вот. Ну, хотя вот проектировщики молодцы, хоть и сделали подъезд снаружи, и сразу рядом с подъездом сделали арку. Давайте я вам покажу. На месте прожму статус. Вот, ребят, 12 подъезд. Если видно, давайте увеличу. Вот там, видно, 12 подъезд. Хорошо, что указано, какой подъезд. И вот сразу арка во двор. То есть, хоть и снаружи подъезд, но человек может спокойно дойти во двор. Свой двор. Вот так вот, ребят. Ребята, еще хочу вас всех поздравить с днем таксиста, с днем водителя такси. Вот везде вот смотрю в соцсетях, вот есть картинки, посты, то, что поздравляют водителей такси с праздником. Я честно не знал. И откуда я узнал? Я только начал смотреть и вспомнил то, что я забыл вам проговорить. Когда я подвозил этот самый короткий заказ за 350 тенге, это 340 метров была поездка. И вот эта бабушка, которая села, она сказала, с праздником Наурус поздравила и поздравила с праздником таксиста. Говорит, вот везде пишут, вам, говорит, таксистам какая-то премия, говорит, должна упасть. Я, честно, в Яндексе что-то зашел и зарегался в новом парке, начал быстро работать, ничего там новости, ничего не прочитал. Видимо, вот так вот сегодня праздник. Так что с праздником всех, с днем таксиста. С днем водителя такси. Всем высокого заработка, хорошей белой дороги, зеленых светофоров, ни гвоздя, ни жезла. Всех с праздником! Ребят, 15 минут пути, завершаю заказик. И сумма 880 тенге, ребят. Ребят, 10 минут в пути, завершаю заказик. И сумма вышла 710 тенге, ребят, по наличке. То есть в парке я написал, вроде мне не поставили. Получается, они мне не поставили лимит. И сразу же по наличке заказ упал. И сразу же лезут вперед. Просто лезут вперед. Понимаете, все-таки у кого нет комфорта, да, или у кого комфорт слетел, можно, как-то сказать, такой небольшой лайфхак ставить в парке, просить, некоторые парки могут поставить лимит, там 15 тысяч тенге, 20 тысяч тенге, то есть у вас не будет переходить на наличный, пока у вас баланс не превысит вот этого лимита 20 тысяч тенге, то есть вы можете накопить на балансе 20 тысяч тенге, вывести их, и у вас все равно будет безналичная плата. Разница в клиентах есть, ребята, вот, как будто, когда ты безналично катаешь, как будто ты катаешь вот, тариф комфорт, такие вроде адекватные люди, все назад садятся, толпой никто не лезет, ну редко встречаются такие вот люди, чем вот, когда у тебя стоит наличные. Ну вот так вот. Смотрим. Вроде здесь вот кэфы горят. Кэфы опять. Надеюсь, теперь заказ с кэфом поймать. Давайте посмотрим, что-то у нас по кэфам. Чат-бот нам говорит. Здесь кэф у нас минималка 400, ребята. Хотя по городу от 100 до 1300 говорит коэффициенты. Выходим на линию. По промежуточным итогам 5 заказов, 3341 тенге. И падает заказ. Ой-ой-ой, какой нам заказ. Русхулбеков, Кишидина, Шакарм, куда берду. Нет, такой заказ я не повезу. Надеюсь, активность не уроню. Вижу конечные точки. Повезло. Еще и подача 2,2 километра с кэфом плюс 550 поступает заказ. Вот, чат-бот работает, ребят. Меньше 400 здесь кэф мне не упал бы заказик. Вот такие вот пироги. Главное, чтобы не отняли сейчас мне активность. Давайте обратно все включим. Так. Кстати, вот, ребят, перехожу на Сарагаш. Вот я прям подсел на Кока-Колу в последнее время. Адиль не даст соврать. Вот, буду пить минералку. Как бы стараться сейчас бросать колы. Посмотрим сейчас с активностью. У нас активность на месте 100 баллов. Повезло. Баланс у меня 2 безналичная оплата стоит. Успел я, ребята. Вот, можно сейчас переключиться. Раньше можно... вот вы в зоне повышенного спроса, то есть не могу переключиться на наличный. Так бы я и не смогу переключиться на безналичный. Хорошо, что я, когда забрал этих клиентов, я увидел, что по наличке заказ, когда там не горели кэфы, я смог переключиться на безнал. Вот сейчас самостоятельно, потому что безнал, если переключаешься, там вот 4 заказа у меня получилось, а после уже 5-й заказ уже слетел и по наличке упал. Хотя бы вот так буду пока выкручиваться, пока не найду парк, который может мне поставить лимит. Ну, хотя я знаю один парк, ребят, смотрите ролик до конца, вам подскажу. Ну, а дальше в роликах, если с каким-нибудь парком я буду сотрудничать, то обязательно сообщу вам. То есть буду набирать водителей в свою команду. Вот так вот. Ждем следующий заказ по безналичному расчету с кэфом. Давайте посмотрим еще раз, что нам чат-бот говорит. Кэфы быстро меняются, ребят, там 450. Видели, только что было показано 450, Баурам ушел 17. Получается, по минималочке кэф приняли. Чат-бот показал, ребят, подача 1,6 километров, 6 минут. Навигатор нам выстраивает. И вот чат-бот нам показал, что кэф равен 450 минимальный. Вот. Если бы сейчас он падал бы мне меньше, я бы просто так же самолетиком пропустил бы этот заказ, потому что я знаю, что следующий заказ мне упадет с кэфом. Бывает такое, Яндекс кидает поменьше, когда нужно вывести заказ там, и с кэфом. Бывает такое, почему-то он с кэфом меньше дает. Ладно, поехали к заказику.
много заболтался. Еще даже не глотнул водички минеральной. Поехали. Ребята, 8 минут в пути, очередной заказ завершаю. 920 тенге по безналу. Просто шикарно, шик и блеск. Так, что у нас там? Чат-бот нам говорит, запросить где я, окей. И КЭФ равен здесь 300 тенге. Давайте выйдем на линию. Меньше 300 КЭФ будем пропускать. Ну, надеюсь, свыше. Он всегда свыше поступает. Бывают такие редкие моменты, я уже говорил, повторюсь, что он, возможно, будет меньше поступать. Их можно просто пропустить и дождаться свой КЭФ. Вот. Давайте еще раз запросим. КЭФ равен 300 тенге от Кинесер 65. Вот с КЭФом плюс 400 в Мега Силквей поедем на левый берег. А там у нас КЭФы не горят. Я не поеду туда. Ребят, я и так вот только начал 2 заказа принимать с коэффициентами. Не хочу просто уехать туда, где не горят коэффициенты. Еще и дальняя поездка. Ну, заказ будет жирный, хороший заказ будет. 2 с чем-то будет, 2,5, может даже 2000. Ну, грубо говоря, 2000, 100%. Но, ну, плюс у меня 17% комиссии нету. Ну, не хочу, я хочу покатать коэффициенты, ребят. Время, ребят, 12:20 из этих проводов. Ну, здесь можно посмотреть. Вот время 12:21. Промежуточные итоги: 7 заказов, 5203 тенге в кармане. И я заработал, получается, 4000 тенге отработал. Вот с КЭФом плюс 450 до Булгимба и Батыра поедем до Шапагата. Нормально, ребят. Здесь же на районе, где горят КЭФы, здесь остаюсь. Вот так вот, ребят, катаем выгодные заказы, анализируем обстановку. Вот. А если бы я уехал сейчас в Мега Силку, я не знаю, пока доехал бы, может, там разгорелись бы КЭФы. Но все же, неохота рисковать, охота покатать все-таки без комиссии Яндекса, повышенные, с повышенными коэффициентами заказы. Ну и заработать сегодня побольше денег. Падает заказ, Дукенову поедем на Рио-де-Жанейро, Саракинский район. Принимаю с КЭФом плюс 750, просто шик и блеск. Уже как вот Мега Силку я не принял, после этого 2 заказа по 1000 тенге выполнил. Здесь на районе, где горят КЭФы. И угостили меня баурсаком, ребят. Сейчас вот пассажиры были очень приятные, хорошие, приветствия, поздравили меня. И семейная пара с детьми, как сказать, по национальности русские. Вот. И угостили меня баурсаками. Говорит, с меня, говорит, не такой уж пекарь, но я, говорит, испекла сегодня в праздник баурсаки. Вот угостила меня баурсаками. Очень вкусные. Вот. Вдруг смотрят. Большое спасибо, но я уже сказал. Так что пожелать мне приятного аппетита. Сейчас по дороге схаваем баурсаки и дальше едем работать. Ехал к заказу. Вот вижу уголочек. Знаете, сильно захотел по маленькой нужде. Хотя вот вроде все не выпил. Вот. Сколько я уже нахожусь? Час, да, где-то с 11. 2 часа, где-то 3 часа, как из дома вышел. И по маленькому захотел. Бензин у меня вот 2 деления. Давайте тогда вот сейчас этот заказ завершим. Хотел сюда вот сбегать, вот угол здесь, в принципе, вот в такое место я заехал, мрачное. За заказиком, за клиентом. Думал здесь исправить нужду, но думаю, как-то неудобно и неэтично будет. Лучше вроде не сильно так прижимает. А вот и клиент, видимо, звонит. Алло? Вы с какой стороны стоите? Я вот во дворы заехал, Сима, вот этот одноэтажный дом проехал. Нет, на Баткише, на Дукиново надо было прямо поехать. На Дукиново. Хорошо, сейчас я подъеду. Ага. По Дукиново прямо на стоит. Ага, все. Сюда поворот включили. Да, там, ага. Я поверну, просто навигатор показывал. Ну, точку надо уметь ставить, елки-ой, что я, ручник-то. Точку нужно уметь ставить. Ладно, вот это и на заправку как раз поедем. Бензина заправимся, посмотрим. Там еще док нам нужно Ерсултану раскидать. 4000 на единицу я у него занимал. Ну, вот так вот, ребят. Вот давайте сейчас посмотрим. Точка вон стояла, видите, я на точку подъехал. А она говорит то, что по Дукен-Улы она стоит. По вот этой улице. Вон она, я ее вижу. Она вон впереди. Вон она. Привет, подъехал я на заправку Казах Ойл. Вот. Я всегда заправляюсь здесь, потому что у меня есть бонусы. У всех, наверное, тоже есть бонусы. В моих в одних роликах я показывал, что можно хорошо здесь сэкономить. В месяц 1 раз заливаться бесплатно. Вот 1 раз я залился уже на 5000 тенге на бонусы. Теперь еще раз дальше коплю. Так, возьмем телефон.
Заливаю свою ласточку 95-м бензином. Шинчкалом колодим, нет, товсом без? Нет, третьем, я же отправила. Раз, два, три, четвертый тогда получается. 95-й? Ага. Сколько? На 2400. Бонус есть. Ну, бонус. Сейчас. Раз. Карта. Ну, сюда. Где информация? Залился 95-м бензином на 2400. Получилось, ребят, вот если видно, 2400, 11,5 литров. Тоже неплохо, думаю, хватит. 2400, это получается, два человека мне наличкой платили 710 и 1560 мне они на Билайн пополнили Simple карту. Вот по ней я заправился. Вот так вот сходил по нужде, прям вовремя я подъехал, прям вовремя завершил заказ, прям уже поджимало меня. Так, время у нас 13:22. Что, будем выходить на линию, давайте посмотрим, какой же здесь коэффициент. Так, ребята, здесь все фиолетово горит. Вот, кстати, вот с днем таксиста. Давайте, что он нам предлагает. Так, с днем таксиста. Так, что не день, то новый повод поздравить. Сегодня с профессиональным, говорит, праздником. А что X2? В честь праздника удваиваем безналичные чаевые, которые пользователи оставят сегодня через приложение. Чаевые появятся на балансе Яндекс.Про в течение 3 дней. То есть можно платить, удваивать клиент, кто безналично, возить клиенту, говорить, я тебе заплачу 500 тенге, закинь мне 500 чаевых, и получится 500 еще сверху я получу. Не знаю, давайте попробуем так сделать. Я не знаю, ну мне неудобно будет спрашивать, но все же, если какие-нибудь клиенты попадутся разговорчивые, попробуем так сделать. Так, ну, целей у меня нету, целей мне не дали. Короче, вот промежуточные итоги, 10 заказов, 8678 тенге. Так, что нам чат-бот говорит, ребят? Что нам говорит чат-бот? Шат-бот. Запросить, окей. Шат-бот нам говорит, что здесь коэффициент 450. Выходим на линию, нормальный кэфик. Меньше 450 не должно быть. Заказ должен быть выше 450, либо 450 кэф. Ждем заказ. И, кстати, ребят, у меня он на наличный перешел. Вот видите, у меня баланс 6408, я еще не снимал. Заправился на то, что мне наличками заплатили. 2 заказа по наличному расчету было, остальные все по безналу. И сейчас я не могу переключить на безнал. Вот такой вот. Ну, хоть в парке что плюс, здесь еще вывод комиссии 1,1. И то, что один минус, нельзя поставить лимит, чтобы чисто безнал катать. Вот, падает с кэфом. На юго-восток поедем. Давайте поедем. Дальний заказ, ребят. Ну, подача ближняя. Кэф еще жирный, 850, ребят. Вот. Принимаю заказ. Едем. Ну и в чем плюс этого парка, то что я 2 дня без комиссии Яндекса катаю. Вот это вот шик и блеск. А потом дальше посмотрим, сменим парк. Обязательно я вам в следующих роликах расскажу, в каком буду парке я катать. А так можете пока воспользоваться, покатать 2 дня без комиссии. Нужно, так, сейчас нужно пристегнуться теперь. Ребятушки, время 14:25. Занесло меня, ребят. Куда меня занесло? В частный сектор. Ну, не так далеко я ехал, по идее, поездка была не такая уж дальняя, но... Потому что я сперва подъехал на где-то район 7-й поликлиники, там вот частный сектор, а потом дальше вот сюда вот, сюда закинул меня на 40-ю, ребят, микрорайон железнодорожный вроде бы было написано. Ой, я забыл завершить, ребят. По идее 13 минут пути, пока вот наличкой оплачивали мне, вот завершаю 1860 тенге, жирненький заказик, готово. Вот кэфы у нас по городу хорошенько, сегодня кэфы по городу горят. Вот и здесь чуть-чуть разгорелось. Посмотрим, сколько же нам показывает наш искусственный интеллект, чат-бот. И он показывает, что у нас здесь кэф 150, ребят. Выходим на линию. И меньше 150 не должен быть кэф. Вот, как бы сказать, экспериментируем чат-бот. Если будет поступать с меньшим коэффициентом, то я, естественно, пропущу этот заказ, потому что я знаю, что минималка 150 здесь. Ждем заказ. Сломало меня. Я когда вот до этого заказ привез и хотел просто остановиться и перекусить. Ну, как-то собрался силой воли и дальше начал работать, потому что горят кэфы, нужно воспользоваться. И я решил, блин, смотрите, какая лужа. Ё-моё. Школа здесь новенькая, видимо. Вот так вот. Весна. Что я говорил-то? А, да.
хотел перекусить и стал лучше покатать сейчас, пока горят кэфы, думал воспользоваться. Как кэфы потухнут, они по-любому когда-то потухнут, чтобы потом, ну, как бы перекусить, передохнуть и дальше потом, когда загорятся, выйти и покатать дальше, заработать побольше денег. Вот так вот. Кэф горит, но заказа нету. Плюс 150 у нас минималочка здесь. Может, даже повысилась. Давайте еще раз я проверю чат бота. Так, сейчас. Как я приехал-то? Кажется, прямо, да? Запутался. Обратную дорогу. Хотя на главную трассу нужно выехать. Так, запросить, где я. Окей. И что нам показывает? Также кэф нам показывает чат-бот 150, ребят. Да, вроде вот выехал я на главную трассу. А нет еще. Вот такой вот частный сектор у нас в Астане. Вот теперь все на главную трассу выхожу. Может, здесь столовка есть, где можно будет перекусить. Или что сделаем? Может, в магазинчике что-нибудь возьмем покушать, а? Ладно, а мне заказ падает. Даша Крыма, кто Берду с кэфом плюс 350. Ребят, блин, я походу звук убрал. Да, хорошо, что я посмотрел на телефон, а так бы пропустил бы этот заказ и не уехал бы. И в принципе такой недалекий заказ. Даша Крыма, кто Берду, район 7-й поликлиники. И там же тоже горят коэффициенты. Как прекрасно. А вот здесь баня, оказывается, я думал столовка, баня. Ладно, едем. 972 метра показывает подачу. Поездка у нас составит 76 километров 16 минут. Кэф 350. Шик и блеск. Ребята, очередной заказ завершил. По счету примерно 15-й, да, я помню. Короче, коротенький заказ, 1 километр, 790 тенге. Оставили чаевые, получается, 210 тенге. У меня сдачи не было, они сказали, сдачи не надо. Запросил, где я. У чат-бота 450. Кушать хочу нереально. Выхожу на линию, но кэфы манят кэфы. Без процентов, получается, комиссии Яндекса катаю. И нужно сорвать куш, и поэтому, наверное, буду катать сейчас кэф 450. Ну, кушать капец охота. Ну, думаю, еще пару заказов сделать и потом прерваться. Вот падает заказ с кэфом плюс 500, Таскискен 17Б. Вот, ребят, двоих пассажиров привез с продуктами. Сегодня все с детьми, с колясками. Особенно если вот по наличке были очень спереди садятся. Ну ничего, ребят, давайте я вам промежуточные итоги озвучу. Время 15:55, ну, 4 часа дня, короче, отработал я довольно нормально, хорошую смену. Хочу отучиться. Перекусить надо, ребят, перекусить. Вот, ребята, Асхана. Курдай Кошкарбаева, пересечение. Вот здесь, так, остановлюсь-ка я. Так, ребят, вот смотрите, 1000 тенге мне наличкой дали, а чаевые 210 тенге у меня есть за сегодня. Вот как раз итоги озвучу. Сразу посчитаем, деньги все ли у меня на месте. 6000 у меня на балансе, это уже 7000. И так, на карте у меня 8943 тенге. 8943 тенге, вот 1000 тенге. Считай, 9000, 10 тысяч. И получается на балансе 6000. Это у нас 6000. Там 9, это 15, 16 тысяч, вот, ребят, 16 тысяч. И 2400 я заправился на заправке сегодня. Вот время 16:05. И давайте, смотрите, намотал я 92 километра, 3 километра добавляем, 95 километров. По времени я нахожусь на линии, ребят, сейчас 10 литров на 100 км у меня показывает. 5 часов 18 минут. Еще поработаем 5 часов где-то, добьем, короче, 30-очку. И пойдем, ладно, короче, иду, кушать. Расскажу впечатление, как здесь хавчик, сколько будет стоить. Все сейчас узнаем. Ребят, в данной столовой на обед я себе заказал манты за 1000 тенге. Плов за 1400 тенге. Сосиски в тесте, черный чай, лепешку полпорции. Общая сумма 2880 тенге. Манты, ребят, просто шик и блеск, огонь. Мяса внутри было очень много. Меньше лука. Не как в других заведениях. Для своей цены 1000 тенге просто чики-пуки, вау. Ребят, я не побоюсь посоветовать вам данное заведение, потому что мне понравились манты. В принципе, можно было только обойтись мантами, не заказывать плов.
получается, вышло бы в общей стоимости 1480 тенге данный мой обед. Вот, я сделал большую-большую ошибку, заказав себе плов. Вот так вот, ребят, было очень вкусно. Мне понравились эти манты, просто нереально. После мант просто нереально сытно наелся. Плов мне не понравился. Выглядит он, конечно, аппетитно, но мясо было сухое, как будто выветренно отваренное мясо посыпали сверху риса. Рис также был суховат. Я просто не доел этот плов. Сосиски в тесте просто пушка. Оцениваю данную кафешку на 7 баллов из 10. Ребят, ну что, по качеству видео поняли, да, уже, что потемнело, то, что уже поздно. Время 20:24. 4 часа примерно не выходил на связь. Спросите, где я был все это время, почему не снимал, что ты делал все это время, почему не показал нам. Да, ребят, я просто спал все это время в машине. Пару раз просыпался от холода, заводил машину. Вот, спросите, где я спал, все там же, ребят, я спал перед этой вот столовой. Вот, проснулся, выдвинулся по Айнаколь, по Кордаю поехал, на Айнаколь свернул, проехался до заправки. Заправка, как это, улицу я не знаю, называется, заправка Ойл. Вот здесь вот Кошкарбаева, параллельно по Айнаколь в сторону левого берега до Кошкарбаева ехал, и тупик Жеежи, и поворот налево на Кошкарбаева. Вот там повернул, и сразу первая вот заправка Ойл. Приехал здесь, чтобы сходить по нужде. Вот так вот 4 часа поспал я в машине, отрубил. Я потому что поздно приехал, вчера ночью лег спать и практически там мало спал. Проснулся с утра, потому что дети разбудили, и вышел сразу на линию. Вот, с дома. Ну, дома там что-то поделал, помылся, поэтовался, покушал и вышел вот где-то к 10, там уже к 11 где-то на линии, да, наверное, был. Заработок все тот же. Ничего, посмотрел я чат-бот, там, где я стоял, кафе не горят, сейчас Юго-Восток, там 50-100, вот так-то. Но Байтерек, где Байтерек стоит, где вот Кирюен, до 109, горит плюс 400, ребят. Сейчас вот еду в том направлении, сейчас минералка моя закончилась. Обратно минералку надо купить, но манит, не манит меня охота кока-колу купить, литр колы попить. Ну, я как бы, нужно сдержаться и не брать. Ну, короче, вот такие вот делишки. Зайду сейчас в Ойл, посмотрю, что возьму. Что взять. Ладно, поехали. Давайте вам покажу. Ребята, время 20:27. Запросите, где я. Здесь и выйдет, где я стою. Айнаколь 68, КЭФ 150. Запросить полностью по городу, точки здесь вбиты. То видим, что высокий КЭФ у нас на Илюбай-Тайбекова 13 Чубары. Вот, сейчас в ту сторону поедем, выходить там на линию. Вот, ребят, смотрите, 17 заказов, 17942. Все на месте. Баланс я снимал. 2880 я снимал с баланса, чтобы оплатить сразу же на карту. Видите, здесь вот 2888. Это вот я на них покушал. Почему-то я со своей карты не смог перевести деньги. Так, вот 94 километра. Получается, все на месте стоит, ребята. Вот. И время 7 часов 16 минут. Ну, машина была просто заведенная, когда я иногда заводил, когда в машине спал. Вот так вот. Вот заправка Oil. Ребят, 21 минута в пути, я на районе у себя. 1970 тенге выше по наличке. Так, завершим. Что это у нас? Завершим. Окей. Так. Запросить, где я. Окей. И что у нас? КЭФ у нас 300 тенге, ребят, запросить по городу. Экспо 400. Ну, ради 100 тенге не будем передвигаться в сторону Экспо. Выйдем на линию здесь. КЭФ плюс 300. Сами же видели, в районе, прям на Экспо, плюс 400 максимум. И здесь у нас вот плюс 450 на Хан-Шатыр поедем. Да, пофиг, поедем на Хан-Шатыр. КЭФ плюс 450, нормально, в принципе. Подача у нас 1,6 километров, ехать нам до Хан-Шатра 6,9 километров, 18 минут.
Ребят, время 0:36, 12 час ночи, практически уже час ночи. Для вас так все быстро прошло, но мне пришлось попотеть. Ребят, ну и заработал я сегодня кругленькую сумму. Выполнил я в общей сложности за сегодняшнюю смену 26 заказов. Издал я 177 километров. Время составило 10 километров, 10 литров на 100 км у меня расход показывает. 11 часов 27 минут показывает. Но, ребят, 2 часа, вы же помните, 2 часа я, получается, просто заведенная машина была, я спал. Вот, сейчас еду назад. Просто прекрасно, шик и блеск, ребят. Вот такой вот парк есть, контакты, естественно, были. Зарегаться, пока у них такая акция, и работать без комиссии сервиса, без комиссии Яндекса, и заработать за 2 дня хорошенькую сумму. Вот, ребят, ну, если у кого есть другие контакты, кто откатал также, я знаю, все катают тут по данной схеме. То есть парки, которые проводят такие акции, все переключаются к таким паркам, откатывают акционные дни, потом переключаются к другим паркам. Если есть у кого-то такие парки, напишите, пожалуйста, в комментарии, давайте делиться со всеми полезной информацией и зарабатывать больше в сервисе Яндекс Такси. Так что вот, ребят, вот такие вот дела. То есть 25 заказов за 22 число у меня получилось 28 464, и за 23 число, вот последний заказ, 1622 тенге. В общей сложности, я в уме посчитал, если не ошибся, это 30 086 тенге. Так, комиссия получилась у меня 68 тенге за сегодняшнее число, получается, за 23, и 1186 тенге за 22 число, плюс 68, 1254 тенге, если я не ошибся. Вот такие вот дела, вот такие вот пироги, ребят. Я думаю, был интересный ролик. Ребят, вот здесь будут хорошенькие ролики, можете перейти посмотреть. Всем спасибо, ваш Демижан. Всем пока-пока.